Здравствуйте, дорогие друзья. Вот и настало очередное утро февраля, утро 24 числа. Сегодня четвертая годовщина полномасштабного вторжения в Украину. Четвертая годовщина масштабной войны, которая по своим срокам стала уже больше, чем Великая Отечественная. Ну а с вами «Аспекты Башкортостан». В Башкортостане, собственно, 10 часов и 1 минута. В Берлине и Дрездене 6:01. А в студии сегодня Женя Коноплин. И Руслан Валиев, доброе утро, дорогие друзья. Давайте сразу все наши такие практически гигиенические процедуры проведем, поставим лайк, напишем комментарий, все сделаем, подпишемся везде, где можно. Очень это необходимо. Спасибо. Да, а необходимо, кстати, быть не только в Ютубе, но и в Телеграм-канале, в частности. Вот, а также у нас Инстаграм и ТикТок довольно любопытный. И даже Фейсбук продолжает немножечко развиваться, пусть и очень медленно. Других социальных сетей мы сейчас вам не предлагаем. Хотя, знаете ли, прикола ради, создали мы канал, знаете где? В мессенджере Макс. И там есть пока что 0 подписчиков. Может быть, и не надо больше. Короче говоря, будем держать вас в курсе. Заблокируется и этот канал, точнее, не так. Когда именно он заблокируется и будет уничтожен. Может быть, это случится уже в ближайшие минуты после того, как я об этом сообщил. Но не об этом речь, конечно. Сегодня ваши вкусы специфичны. Это, ну да, это можно назвать это специфическими, да, такими, знаете, БДСМ, практиками, еще как-нибудь. Вот, вообще, регистрация в Максе и создание канала в нем, ну вот действительно люди удивляются. Ну зачем тебе это надо, говорят. А я не могу толком объяснить. Я говорю, ну вот исследовательские цели на самом деле. И канал создал для того, чтобы посмотреть, как быстро он будет забанен. Вот так. Да, не просто так, походу, Техас Хабирова пишет, что у Руслана Валиева целая миссия в миграции по вербовке людей. И вообще он практически сотрудник некоторых спецслужб. Но мне бы даже в голову не пришло в Максе регистрироваться. Вот. Да, я понимаю, что, в принципе, стандартная, правильная логика подсказывает, что этого делать не нужно. А вот нас сюда заносит, вашего покорного слугу, так скажем. Ну что ж, пока мы с вами здоровались, новости к утру, которые должны были быть, появились, и мы можем их с вами послушать. В Запорожье в результате ударов беспилотников поврежден многоквартирный дом. Взрывной волной и обломками ранены 5 человек, в том числе ребенок, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям. По данным губернатора Вячеслава Гладкова, вечером в понедельник в Белгородской области в результате атак БПЛА были ранены 2 человека. Телеграм-канал «Пепел» сообщил о пожаре на газораспределительной станции в поселке Борисовка. В России против основателя Telegram Павла Дурова возбуждено уголовное дело о содействии терроризму. Это стало известно из статьи, составленной по материалам ФСБ и опубликованной в правительственной российской газете, в которой утверждается, что Telegram угрожает национальной безопасности. Вот еще одно звено, скажем так, в цепи событий. Россия и США провели в Женеве переговоры об ограничении ядерных вооружений, сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Ранее стало известно, что стороны могут возобновить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истек 5 февраля. Полиция задержала экс-посла Великобритании в США лорда Питера Мандельсона по подозрению в том, что он передавал финансисту Джеффри Эпштейну секретную информацию. После допроса Мандельсона освободили под залог, сообщила британская полиция. Комитет ООН по правам человека запретил Казахстану экстрадировать в Россию чеченца Мансура Мавлаева, которому ранее Казахстан отказал в предоставлении убежища, сообщила экс-депутат из Воронежской области Нина Беляева. В России Мавлаев объявлен в розыск, он опасается, что в случае выдачи в Чечню будет убит, судя по всему, кадыровцами. Жителя Иркутска оштрафовали по административной статье о дискредитации армии из-за 2 комментариев в интернете, обратила внимание «Медиазона». В одном из них мужчина написал, что вице-премьер Денис Мантуров приближает победу ВСУ. Вот такие вот новости мы имеем к этому утру по данным наших коллег из «Эхо новостей». Ну а вы, друзья, вижу в чате вовсю уже
присоединились. Вот Искандер пишет: повод ограничить Телеграм. Действительно, вот, пожалуйста. Если статья выходит в правительственной газете, где тихонечко под шумок сообщается, что уголовное дело возбудили в отношении Дурова, и что это все содействует терроризму, конечно же, формальные основания у них есть. А нужны ли они вообще, спрашивается. Но, наверное, для массового потребителя такого рода отмазки, они все еще нужны. Я ведь слышу даже сам от живых людей, которые прямо говорят: ну а чего вы хотели? Ну это же безопасность, это же терроризм, это же не сотрудничают они с нашими органами. Это как было с Ютубом. Это не Ютуб, это не власти его блокируют или замедляют, как это было в начале. Это значит, сам YouTube инфраструктуру свою не обслуживал. То есть люди действительно есть, которые верят. Поэтому не будем ржать, как говорится, будем воспринимать серьезно такого рода сообщения. Да, у нас уже, кстати, вот Руслан Шарафутдинов в своем, честно говоря, телеграм-канале пишет о том, что с 1 апреля Телеграм отключат большими буквами, человек пишет жирным шрифтом, и подписывайтесь на Макс. Дело в том, что у нас компетентные органы это в свое время сказали, что 1 апреля ничего не отключат, что это фейк от базы. А вот телеграм-канал про Хабировский, наверное, можно сказать, да, он вполне себе этот фейк так называемый транслирует для того, чтобы люди переходили в Макс. Угу. Так, я до сих пор не скачала Макс, сообщает Гузель Галена. Правильно. А работала бы сейчас в госучреждении, влепили бы пару выговоров, если бы там не скачала. Ну вот я вижу, день и ночь приходят уведомления о том, как люди скачивают, даже те, у кого до сих пор не было. И некоторые удивляют, почему до сих пор не скачали. Ну, понятно, я как бы по жизни знаю этих людей как абсолютно лояльных системе и прочее. Но некоторые до сих пор держатся, странно. Вот это вот удивительное, конечно, у людей внутри происходит противоречие. Когда человек сомневается в режиме, все понятно, никаких проблем не надо скачивать, все, тут я ни к чему не призываю, в смысле, наоборот, призываю к тому, чтобы не скачивали. А вот когда человек лоялист, но он же должен как бы первым побежать впереди паровоза, ударить все телеграммы, ватсапы и, значит, сидеть в Максе в одном и всех агитировать. И некоторые так делают, и вроде как ведут себя последовательно, все с ними понятно. Ну вот есть те, которые, значит, с одной стороны оправдывают и режим, и войну, там, и все. Поражает? Ну, то есть меня это совершенно не поражает. Есть огромное количество людей в России, которые на словах будут транслировать путинские нарративы, которые будут говорить, что не совсем согласны. Но как только вот в году, я не знаю, в 10-й год, раз рубль упал, и все говорят по телевизору: не надо никуда, сидите дома, все хорошо, вы только проиграете, вы дураки, не понимаете, куда вы идете скупать валюту. Отчасти, может, даже правы, потому что действительно это не так все просто. Но люди идут массово и скупают валюту. Они вчера зиговали, а сегодня идут за валютой, потому что у них нету доверия. То есть это как-то... Вот мы строим лицо, что мы патриоты, а они вот строят лицо вот тоже, что они вот нас... Вот мы с флагом все стоим. Но на самом деле у каждого в кармане кукиш. Оно же так работает, мне кажется. Разве нет? Ну да, про кармане кукиш – это вот точное определение, и это вот уживается действительно в сознании наших сограждан очень даже легко. И вот 4 года уже как уживается сознание того, что война – это тоже нормальное явление, и называется она вовсе не война, а специальная военная операция, и все это происходит не зря, все это ради безопасности Отечества и ради того, чтобы можно было спокойно жить и заниматься своей работой. Я не знаю, вчера фейк я видел или не фейк, но актер, который казался относительно вменяемым, Владимир Вдовиченков, который Фил из «Бригады» там, и так далее, из «Бумера». В общем, вот эту бредятину нес про то, что спасибо нашим героям, которые дают возможность нам, таким как я, говорит он про себя, продолжать свою работу и прочее. То есть степень бредятины же она тоже отличается у тех, кто это все оправдывает. Кто-то говорит, вот как ты говоришь, да, что там типа все нормально, а кто-то вот прям таки совсем просто-напросто какие-то уже дебри залазит. Ой, ладно, это, конечно, офф-топ. Важнее, чем живет Башкортостан.
У наша меня аудитория есть в эти одна дни, новость, в эти которая минуты. свяжет Башкортостан с тем, что ты говорил ранее про так называемую специальную военную операцию. Наткнулся я на один пост. Дело в том, что в силу извращенного характера и профессии приходится читать нынче телеграм-каналы, которые читать мне совершенно не хочется. Помимо людей, которые периодически пишут, что я там то группа Айелла отменил, то еще что-то я там наделал, вот, мне нос пририсуют. Есть еще патриоты, которых тоже мне приходится читать. Это, я не знаю, что из этого у меня больше негатив и желание выпить таблеток вызывает, но есть такая, возможно, тебе, Руслан, известная Эльвира Мацкевич. Знаешь ли ты такую? Ни много ни мало депутат Госсобрания Курултая Республики Башкортостан, руководитель комитета семей воинов Отечества РБ, руководитель волонтерского центра имени Шеймуратова, супруга боевого офицера. Действительно, муж у Эльвиры на войне в Украине, и она очень так рьяно пытается там что-то за наших парней, вот эти посты каждый день, какие-то сетки. В общем, она такая активная женщина в поддержку этих самых убийц. Так вот, у нее 14 февраля вышел пост, который я хотел бы зачитать. Пост, естественно, кто помнит, память у всех нынче короткая, в ТРЦ «Планета» шары летели, собственно, люди несколько пострадали, акция ТРЦ «Планет». Так вот, понять не получается, простить тоже, мерзко. Скоро 4 года, как в стране идет специальная военная операция. Видимо, торговый центр «Планета» не в курсе данного факта. 7 тысяч шаров, 7 тысяч в моей голове крутится. Сколько можно было купить генераторов тепловых пушек? Так более того, люди давили в очереди друг друга. Слов нет, Бог вам судья. 8 июля, День семьи, любви и верности. В нашей стране, в России. Парни, простите нас за них, за тех, кто сегодня это позволил сделать, кто туда пришел и кто не помог. В России я сказал, потому что капслоком написала Эльвира Мацкевич. Вот такие вот непонимающие, только с другой стороны, также непонимающие люди, как ты. Я, во-первых, хотел бы сказать Эльвире, что россияне кошельком давно уже заплатили за ваши извращенные семейные игры, потому что посмотрите на цены на продукты, посмотрите на цены на автомобили, посмотрите на то, сколько у нас людей путешествуют за пределами страны, посмотрите, как у людей изменилась жизнь благодаря вашей авантюре, благодаря войне, которую вы поддерживаете, будучи депутатом, народным избранником. Поэтому я бы тут так не сказал. Это что у людей из-за вообще чего-то радостного осталось полопать шары, с принесенной из дома иглой для того, чтобы выиграть какой-нибудь приз, видимо, сертификат какие-нибудь 2000 рублей на маникюр, и сходить на концерт Филиппа Киркорова, так вот отставьте людям хотя бы это, пожалуйста, Эльвира, вместо ваших тепловых пушек. Раз наверняка неплохо с деньгами, вот сами ее и покупайте. Ты сравнил эту Эльвиру и этих товарищей с нами, но я все-таки скажу, что у них более благоприятное положение, то есть они сейчас в фаворе, по крайней мере, внутри страны, и могли бы не ограничиваться, на самом деле, вот такими кляузами в сети. Надо бы все-таки доносы писать прямо конкретно в органы. Но, опять-таки, это уже, конечно, я немножко противоречу тому, о чем ты говоришь, но глядишь, как говорится, какие-то абсурдные дела будут заводить еще, и кто-то увидит, что происходит как бы бредятина. Но всякий раз я надеюсь, что какие-нибудь трэшовые события все-таки все большее количество людей заставят задуматься. А иначе они смотрят на эти шары и думают, все в порядке, действительно никаких там проблем нет, как бы не относились к войне эти люди. Гутен Морген пишет нам почему-то по-немецки наш дорогой Вадим, хотя должен по-болгарски, вроде бы. По-болгарски, наверное, почти по-русски, да? Могу я предположить.
Так, друзья, вижу, вы тут VPN обсуждаете. Я напомню на всякий случай, что мы тут тоже ключи раздаем VPN-навигатора бесплатно, если вдруг кому надо. Не то чтобы сверхнадежный сервис. И более того, я тут узнал недавно, что есть там, оказывается, проблемы с репутацией, так скажем, у тех, кто это все разработал. Вот. Ну, вот раздаем, у нас других пока нет. Если вдруг кто-то нуждается, пишите в бот обратной связи в телеграм-канале. Вот. А лайки также в процессе эфира давайте не забывать. У вас в 2 раза больше, чем лайков, поэтому нужно и необходимо даже это сделать прямо сейчас. Но у нас что? У нас вчера был все-таки выходной день в Башкортостане, праздничный, так сказать. Поэтому каких-то политических событий накануне не было. Но все-таки накануне, собственно, 23 февраля, 22 числа, в Уфу провожали бойцов этой самой СВО. В очередной раз провожали. И всегда хочу понять, почему кого-то вот провожают, толпами выстраивают, значит, на плацу, а кого-то никто не замечает. Я знаю людей, которые приезжают в те же самые отпуска уже не первый раз, но это все происходит не централизованно. В одиночку люди ездят, приезжают, уезжают, остаются незамеченными и чувствуют себя прекрасно. А здесь где это? Перед Уфу-ареной, скорее всего, да, опять, судя по фотографиям. Или даже, да, это Уфа-арена была. Очередную, значит, группу отпускников проводили. Тут всякие позывные приводятся в башинформе, всякие бравые фотографии. Ну, в общем, такой материал, призванный воодушевить наших оставшихся соотечественников, подписать контракт и отправиться на это ужасное преступление. Так что, я думаю, будут у нас списки с вами расти так или иначе. И вот обращаешь внимание, да, вот на антураж всего вот этого, на эти сугробы, на эти железные вот эти вот какие-то перила повсюду, на этот ужас, на эти хрущевки, на эти автобусы. Я на это все смотрю и думаю, я же пообещал дорогим россиянам, что я вернусь, когда все закончится. И я такой, я уже привык к тому, что есть у меня... Это Дрезден, понимаете, это отсталый город в Германии, это ГДР, а денег особо восстанавливать тут ничего нет. У меня во дворе газонокосильщик по утрам ездит и делать, чтобы газон был одной высоты, чтобы я вышел и было красиво. Еще зайки ходят, по лужайке прыгают, и я мимо этого всего, как принцесса диснеевская, выхожу, а меня ждет уже трамвай, который раз в 2 минуты везет меня в центр за 10-15 минут, потому что я не так близко к центру нахожусь. Господи, ни один человек не подерется, никто слов не скажет. Ну, понятно, очень ворчливое общество, но все это ворчание, оно такое тоже, как бы, оно, может, неприятное, но если ты на него уже не обращаешь внимания, как немцы друг на друга, в принципе, не особо обращают внимание, народ как бы в себе, так скажем, то все прекрасно, все замечательно. Соблюдая некоторые правила, которые, да, первые годы кажутся абсолютно дебильными, как, естественно, в другое общество ты попадаешь, это сложно, нужна интеграция, и все прекрасно. Да уж, конечно, да уж. Угу. А насчет, 2 слова еще хотел сказать, насчет ребят, которых провожают, а про некоторых забывают. У меня вышел текст, да, вроде даже не самый плохой, про одного известного уфимского поэта Камиля Гремио, который, собственно, поехал в свое время в 2014 году за некой романтикой, за тем, чтобы запечатлеть кадры, за тем, чтобы понять, что там происходит. Да, он был, конечно, очень такой прорусский мир, но, тем не менее, вот ему хотелось своими глазами все это посмотреть. А вот он приехал, а, собственно, романтики там никакой нет. Там, естественно, как на любой войне, оторванные ноги, понимаете? Вот просто вот там так. Поэтому он спился после этого, сдеградировал, пытался как-то дальше там выступать, но у него мало что получалось. В итоге чуть не задушил свою жену цепью, был членом марксистского кружка и в 25 году поехал снова теперь уже на СВО, на новый этап, собственно, своей романтической поездки, и почти сразу вместе со своим дружком помер.
А дело не в этом во всем, а дело в том, что Камиль Грэмио был, несмотря на то, что я все-таки поставлю под сомнение его огромный талант, про который он сам говорил, но, тем не менее, не бесталантный человек отнюдь. И когда такие люди едут, то вроде как, наверное, наша государственная пропаганда должна сказать, что вот, большой поэт, его стихи выкладывать, говорить о том, что он поехал уже второй раз, что он большой герой. Нет, у него заброшенная могила, он никому нахрен не нужен. Про него написала литературная газета, они удалили свою новость через день буквально. Бельские просторы о нем написали. Кто читает Бельские просторы, я не знаю. Ни один крупный паблик эту новость не взял. И вообще у нас сейчас не принято писать про СВОшников, которые померли почти сразу, как приехали. Ох, вот так вот. Собственно, мне пришли в комментарии парочку его почитателей для того, чтобы со мной поспорить и меня как-то унизить тем, что я про него вроде как хулу написал. Но, дорогие друзья, прежде чем писать, собственно, за своего друга вступаться, пожалуйста, съездите туда на могилу, поставьте ему, я не знаю, крест, не крест, все что угодно, уберитесь там и положите хотя бы один цветочек. Ну, покуда этого нету, вы, дорогие друзья, выглядите немножко дураками, мягко говоря, скажу я на букву «Д», а не на букву «М», как мне кажется. Вот так вот, вот такая вот у нас страна, вот такие вот у нас порядки. Да, читал. В общем, все тут понятно и логично, и согласен. Вот. Тем временем, под шумок или не под шумок, или по сложившейся традиции, если быть более точным, цены на топливо вновь выросли. И вот Уфа-1 пишет заметку о том, как уфимцы жалуются на рост цен на автозаправках. 35 литров за 2200 рублей. Их на неделю хватает, рассказал читатель Уфа-1, который прислал фотоподтверждение. Так, ну, видимо, да, вот такие вот простые наблюдения человеческие, это лучше всего. При мне 40 литров с копейками, если я правильно помню, вот у меня уходило на полный бак, это было 2000 рублей, 2020. Но это было уже почти 4 года назад, да? А тут 35 литров 2200. Понятно. Ну вот и цены, если по отдельным категориям, то 92-й действительно 60 рублей 55 копеек за литр. Это самый дешевый вариант. Дизель пока 74,60. Это на 15 рублей дороже, чем 92-й. Ничего себе разброс. Топливо дорожает, но в целом пока остается сравнительно недорогим, если сравнивать с европейскими ценами. Знаешь, комментарии нам написали о том, что руководство Башкортостана или Уфы снизили разовую выплату с 700 до 300 тысяч рублей, идущим на СВО. Честно признаться, я не видел такой новости, но при написании 300 тысяч в паблике «Подслушанный Салават» меня встречает сразу же новость о том, что за отсутствие домового чата в МАКС будут штрафовать на 300 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 сентября. Естественно, «Подслушанный Салават» СМИ у нас некачественная, да, я призываю читать качественные. 300 тысяч рублей для юрлиц, для физлиц всего-навсего 50 тысяч рублей. Вот, вообще копейки, можно сказать. Но, тем не менее, вот если подтвердится про СВОшников 300 тысяч, вот взял, 300 получил, домовой чат не обслуживаешь, и все, вот у тебя сразу же эти деньги забирает наша Госдума. Вот, кстати, интересный опрос тут публикуют активисты партии «Рассвет» в Башкортостане. Я надеюсь, вы понимаете, о ком и о чем идет речь. Подпишитесь на них, пожалуйста, дорогие друзья. У них очень мало подписчиков. Найдите у нас в постах, кому не лень, так скажем. А я прямо сейчас вот возьму и сделаю вот репост прямо вот от них, опросника этого. И вот можно прямо в канале в нашем прямо увидеть. Опросник очень любопытный. Расходы бюджета Башкортостана на 2026 год ожидаются на уровне 336 миллиардов 700 миллионов рублей. Как вы думаете, за какое время такая же сумма тратится в России на нужды обороны? Ну, это такая викторина больше.
Я вот не знаю, кстати, 337 миллиардов. Так, на нужды обороны, ну, наверное, за неделю. О, в общем, я угадал. А вы можете голосовать так, как считаете правильным, хотя я уже правильный ответ подсказал. Ну ладно. Про деньги, кстати, вот интересный момент. Уфимский дворец борьбы, помните такой, да, открывали с помпой и, в принципе, используется по разным нуждам данный объект. Так вот, что интересно, с начала года, то есть за 2 неполных месяца, он потратил только на уборку снега более 3 миллионов рублей. Об этом выяснил «Коммерсант» где-то, и вот пишет. На самом деле, кто эти деньги потратил? Давайте так рассуждать. Министерство спорта. Надо ли убирать снег с объектов и вокруг них? Наверное, да. Почему бы и нет? Ну, то есть мы требуем вообще-то, чтобы был город чистый, там удобный и так далее. Но задайтесь вопросом, вот если бы не было такого дворца борьбы, или был бы он, ну, как-то поскромнее, поаккуратнее, порациональнее построен, может быть, меньше денег уходило бы из бюджета только на уборку снега? Я не то чтобы против объектов инфраструктурных, они нужны, конечно же, но что-то мне подсказывает, что частенько у нас ради какого-то пафоса перебарщивают с масштабами, с какими-то особенностями тех или иных объектов, не задумываясь о том, сколько денег потом на содержание этих объектов потребуется. Это касается не только, собственно, дворца борьбы, всяких там дорожек, лавочек, вот этих фонарей в парках и прочего. То есть в то время, если бы у нас все было кругом нормально, круто, пожалуйста, тратьте деньги, когда их некуда тратить, это окей. Но когда у тебя в центре есть проблемы с тем, чтобы буквально пройти по тротуарам или проехать по ним, наверное, стоит все-таки ориентировать затраты свои на первоочередные нужды. Вот это пример очередного нерационального использования наших средств. Это только снег, еще раз я подчеркиваю. Содержание таких масштабных объектов, которые сами по себе не зарабатывают, это очень серьезная ноша для любого бюджета. Тут Минспорта, ну то есть республиканский бюджет, то есть наши с вами налоги, так скажем, да, вот уходят они, соответственно, в трубу. Как-то так. Ну, да, наверное, но лучше бы они экономили. Даже не понятно. на 300 Ясно. У нас есть другая, более предпочтительная статья для экономии. В целом-то я понимаю, наверное. Ну, просто для меня дворец борьбы это не совсем. Я понимаю, что у нас каждая глава, у него свой любимый вид спорта, и под этот вид спорта мы пытаемся деньги как-то вкладывать, да. Ну, так тоже нельзя, наверное. Мне так кажется. Борьба вещь нужная, но как будто бы дворец борьбы. Сделайте хоккей доступным, ребят. Ну, вот у нас есть вид спорта, который как-то он и в социальной лестнице тебя продвинуть может, и это действительно национальный бренд. Да привлечь бизнес надо, вот даже к тому же дворцу борьбы. Вот сказать, ребята, вот вам вот эти вот мощности, вот делайте что-нибудь, вот делайте так, чтобы зарабатывать хоть что-то, хотя бы покрывать наши затраты. Но никто же так не сделает. Там они будут пустовать. Я плохо знаю весь наш спорт, но очень хорошо знаю наш футбол. И сколько государство не пыталось привлечь бизнес к этому вопросу, что получилось в итоге, что нас туда вошли? Лукойл, Газпром, Галицкий сам свой клуб развивал без гос, ну окей, нашелся Галицкий, есть Гиннер и ВТБ. Ну вот это все равно ангажированный бизнес, так скажем, да, а так, чтобы прямо развивать... в Тольятти есть еще клуб. Ну их вот минимум. Бизнес, с одной стороны, стращают, а с другой стороны, хотят, чтобы он еще пошел нам, еще спорт профинансировал, еще какие-нибудь такие проекты, социальные проекты, благотворительные проекты, везде бизнес. Ну, тут уж надо тогда бизнес вообще пытаться помогать ему, а он у нас скорее жив, чем мертв, поэтому как бы чем богатый, тем ну, я думаю, что есть проблема пока. Есть, тут согласен, да. Сказать легко, бизнес привлекать, а вот как привлечь? Так, ну вот еще один у нас тут проект, я уж не знаю, во что это все выльется, но Мавлиев гордо сообщает, что получил одобрение от федерального центра на выделение 13 миллиардов рублей на строительство инфраструктуры в Зауфимье.
То есть на противоположном берегу Уфимки, если смотреть на реку со стороны, скажем так, Сипайлова, там, ТРЦ «Планета» и, я не знаю, там, Зеленой Рощи. Поскольку там восточный выезд построен, и как бы эта территория издавна вроде как привлекала внимание на расширение города, и вот, соответственно, 13 миллиардов на строительство инженерных сетей может выделить федеральный бюджет, а это значит, что туда пойдут дальше застройщики, и город будет расти на эту территорию, на территорию садовых товариществ и прочих зеленых мест рекреации, назовем это так. Ну, с одной стороны, вот это правильное, наверное, решение. Пора уже заканчивать точечные все вот эти вот безобразия внутри города. Вот. С другой стороны, кто-то скажет, а у меня там сад, руки прочь от моего сада и прочее, да. Поэтому сложно мне здесь, конечно, выбрать позицию. Просто понимаю, что неизбежно большие города должны двигаться вширь. Вот. И в данном случае, наверное, данное решение выглядит наиболее оптимальным по сравнению с тем, что происходило в последние годы. Избавит ли это Уфу от сноса исторических зданий в дальнейшем, тоже не факт. Потому что наши застройщики, они и туда пойдут за Уфимье, и здесь продолжат свои безобразные свечки выстраивать, скорее всего. Поэтому будут правы те, кто скажет, что это никаких проблем не решит. Тут, конечно, исторические здания, они бы еще в плане архитектурного пространства бы выглядели уместно на фоне стекляшек, потому что это выглядит иногда немножко, это смешно просто. У тебя какая-то старая усадьба, а вокруг стекло и какая-то современная псевдо-хай-тек история. И оно вместе несочетаемо абсолютно. Тут я не понимаю, у нас такие замечательные люди всю жизнь учились на архитектурном, это такие вот детки из богатых семей, которые летают в Рим, летали когда-то в Рим, и все такие из себя были супер элита, но почему-то, видимо, этих людей, может быть, как-то они не доходят до того, чтобы принимать какие-то решения, ну а зачем я, собственно, вру? Ну, конечно, до этого не доходит, потому что сейчас это все отвратительно, а к посту про новость, которую ты сказал про Зауфимию, тут замечательный комментарий есть на Уфа-1. Звучит он так. Началась статья Зауфимия, а закончилась рекой Белой на левом берегу Белой. Уфимка или Белая? Какая разница? Главное успеть выделенные деньги освоить, по карманам рассовать. Успеть, пока не посадили, как Марзаева и Шафикову. Вот такие вот у нас комментаторы. Не лишенный смысла комментарий, надо сказать. Вообще, настроение у наших чиновников наверняка соответствует положению, потому что ты никогда не знаешь, за что тебя похвалят, а за что тебя отправят за решетку. Потому что примерно за одно и то же могут сделать и то, и другое. А иногда одновременно, а иногда в неожиданном порядке. Поэтому каждый из них, в принципе, ходит по лезвию ножа, и этому даже не позавидуешь. Хотя в конечном итоге, конечно, не позавидуешь больше людям, потому что из-за таких чиновников, которые не знают, чего им самим ждать завтра, в итоге страдает жизнь, качество жизни обычных людей на самых разных уровнях. Не Уфимка, а Караидель, поправляет нас Стобабовна. Это точно. Ладно, я понимаю. Но это просто народное, нормальное. Люди по-разному говорят. Я комментарий зачитал цитатой. Мне интересно, вот похоже, это заказ некий. 6.23 выходит опрос у партии «Рассвет». Я имею в виду по Германии 6.23, то бишь 10 минут назад. Спустя 4 минуты появляется комментарий Арслана Нигаматьянова с осуждением этого поста. Он пишет комментарий под каждым постом «Рассвета», при том, что я должен повторить. Партия «Рассвет» имеет пока что очень скромный телеграм-канал, там 99 человек. Уже предельно мало. Но он докопался именно до партии «Рассвет». Я так понимаю, что у нас есть целый орган. Все это сейчас говорю без никакого факт-чекинга не проводил, никаких инсайдов у меня нет. Но есть ощущение, что у нас есть такие вот цепные песики, которые, собственно, реагируют на какие-то проекты. И вот к партии «Рассвет» прикреплен
товарищ Арслан, и блюдит под каждым постом, потому что, времени нам про всех писать у него нет, зато там спустя 3 минуты, это значит, что у человека явно включено уведомление про это по всему, он сразу бежит реагировать на этот пост. А Арслану, собственно, ментального здоровья и держаться там как-то, я понимаю, что непросто. В нынешнее время как-то деньги надо зарабатывать, просто пропаганды уже не получается. Ну да, я уже высказывался на тему того, как я это себе представляю. Вот. А он тут спрашивает, кстати, да, хотите тему СВО покачать в Башкирии? Спрашивает он у партии «Рассвет». А я бы на месте партии ответил, да, а почему нет? В смысле, а что? Тема СВО, о ней нельзя, что ли, говорить? Хотя бы, если называть ее именно так. Хотя она, конечно же, так не называется по факту. Точнее, этим не является, а является войной. И все, да, надо ответить, хотим покачать, и задаем соответствующий вопрос. Хотя вопрос, на самом деле, не про СВО, там вообще СВО упомянут только в заголовке, скажем так. Ой, ладно, скажу, пользуясь случаем, что завтра у нас тема будет развиваться. Я надеюсь, что мы справимся, особенно я, с учетом состояния здоровья. Екатерина Дунцова, политик, бывший кандидат в президенты России, человек, который имеет отношение к созданию партии «Рассвет» на федеральном уровне, будет гостей аспектов мнений на нашем канале в 14:00, если я не ошибаюсь. Да, я в этот раз не ошибаюсь, потому что последний раз ошибся со временем выхода интервью Эли Шариф. Но я надеюсь, что те, кто хотели, смогли посмотреть хотя бы в записи. Ой, обязательно посмотрите. Это человек, которого просто невозможно не уважать. И ее контент в Инстаграме – это лучшее, что я видел по нашим регионам. Человек действительно прекрасные вещи выдает. Прости, у кого? У Эли. Боже мой, да, конечно. А с точки зрения Дунцовой, я надеюсь, что нам завтра ничего не помешает вдвоем, собственно, выйти с Екатериной, от чего, я надеюсь, эфир будет максимально жарким и интересным, дорогие друзья. Я постараюсь. Так, Хаттабыч предлагает пригласить депутата Монсена в эфир. Вот вы шутите или как? Я уже 100-500 раз говорил, не придут к нам представители официальной власти. Это во-первых. Во-вторых, Монсон, на каком языке с ним разговаривать? На немецком. Ты B1 сдал. Sehr geehrter Herr Монсон. Он не владеет, скорее всего. Даже он владеет джиу-джитсу. Это нам поможет сохранять. В общем, друзья, давайте серьезно. Хаттабыч немножко наш местный фрик. Он что только нам не писал, а насчет Монсена, я каждый раз могу отмахиваться, что я звал Зульфию Гайсину, я написал ей большое сообщение. Что в ответ она сделала? Молча заблокировала меня, потом из машины уже в каком-то таком раздрае перед сном записала какое-то видео о том, что вот враги России пытаются как-то раскачать обстановку, но мы не сдадимся. Зульфия, мы просто вас на интервью позвали. Зачем? Причина тряски, как зумеры прикалываются. Вот в чем причина? И, собственно, они все такие. Что они, думаете, могут ответить хоть на один вопрос, который им зададут? Да никогда в жизни они к этому не готовы. Зульфия сама задает вопросы. Она теперь у нас известный интервьюер, известный в узких кругах те, кто подписан на ее никому не нужный телеграм-канал. Они слабые, они все это понимают, что многие из них домой приходят и говорят, какие же они идиоты, в какую же жопу мы катимся. Я же знаю, что так происходит. Поэтому вот тут я точно могу сказать, что мы в курсе. Поэтому никто из них, естественно, никуда не пойдет. Тем более к нам. Кстати, стало неким трендом, что ли. На связь выходят старые знакомые из прошлой жизни, еще до эховской, да, то есть это уже 9 лет плюс, с кем не общался. И не знал даже, кем, где живут, чем живут, следят ли за тем, что я делаю. И вот они пишут, следят. И примерно такой посыл, что этот трэш, который происходит, больше выносить невозможно. Руслан, подскажи что-нибудь. Вот в таком духе. Я говорю, ребята, вы что? Вы где раньше были? И этот прям буквально, несколько таких примеров за несколько дней.
была тишина полная в этом смысле, и тут раз какие-то вопросы пошли в самых разных неожиданных местах, типа ВКонтакте, там еще где-нибудь. Это, видимо, тоже Я очень определенная... надеюсь, что наша делегация в ПАСЕ сделает все для того, чтобы у людей был какой-то гуманитарный коридор. Понятно, что в первую очередь пойдут те люди, которые, в отличие от данных товарищей, что-то сделали, но вообще этот коридор, безусловно, нужен. Возможность россиянам увалить оттуда, чем скорее, тем лучше, потому что все сыпется как-то уж больно быстро. Кто-то говорит, что я оптимист, но последствия могут быть самые ужасные. И хочется, чтобы как можно больше людей успели спастись. Мне многие пишут, я пытаюсь помогать. У нас все еще есть Франция, она неохотная, но как-то медленно рассматривает дела. Возможно, если у вас есть какой-то кейс более-менее хороший, как активиста, журналиста или творческого деятеля, давайте пробовать составлять кейсы. Есть люди, которые помогают с этим. Некоторым из вас только кажется, что они, да, мелочь какую-то сделали. А для европейцев это будет выглядеть достаточным аргументом. Пожалуйста, давайте уезжать нахрен оттуда. Да, к сожалению, так, есть проблемы. Вот, ну, проблемы есть, к счастью, не только у адекватных россиян, а вот в том числе и у винтиков этой машины. Сразу четверо судей Верховного суда Республики подали в отставку. Я вот раскритиковал сходу и тут же сам себя поймал на мысли, а вдруг это вот нормальные люди, а вдруг они подали-то в отставку как раз потому, что они больше не могут выносить того ужаса, в котором им приходится работать. Не хотят они больше выносить решения по звонку. Или даже наоборот, этим людям конкретно удавалось, например, до сих пор не рассматривать политические дела, а тут раз, и все, их поставили перед фактом, и они такие, все, не будем мы этого делать. Может быть, ничего исключать нельзя. Вот. До сих пор, казалось бы, да, на выжженном поле могут оставаться приличные люди. Речь про судей Юлию Троценко, Хайдара Салихова, Зульфию Рамазанову и Айгуль Салишеву. Может быть, среди зрителей есть те, кто знают эти фамилии. Я лично не могу их идентифицировать. Также подал в отставку зампредседателя Калининского райсуда Уфы Марсель Ишкубатов. Мировой судья участка 7 по Стерлитамаку Евдокия Мустафина самостоятельно подала заявление о прекращении своей работы. Там еще есть список из судьи из Туймазов Айрата Аминева, а также из Октябрьского Артура Шамсуддинова. В общем, целый перечень людей по разным причинам уходит. Мы не можем здесь, конечно, делать вывод о том, почему и как. Может быть, очень разные у всех дела и истории. Но вот зафиксировать можно такой момент. Довольно массовое одновременно прошение об уходе. Может быть, просто накопилось, опять же, с течением времени. Но просто фиксируем, опять-таки. Я, конечно, не склонен быть таким оптимистом, но я знаю, что у нас на каждом пропагандистском телеканале есть люди, которые нас смотрят. И смотрят не как Арслан Нигаматьянов, чтобы написать комментарий о том, что творим мы, а потому что они наши, собственно, зрители, и они нас всячески поддерживают. На каждом. Там, от всей Уфы, начиная, заканчивая РБК, везде, и на БСТ тоже, везде есть такие люди. Их, я думаю, что не один человек даже. Поэтому такая страна, я не знаю, что еще сказать. Вот вроде пропаганду люди делают, а по факту такие, деньги надо зарабатывать, но вообще мы вот с вами, я не знаю, как на это реагировать, я не Ксения Ларина, чтобы прям их, собственно, клеймить позором, приходится как-то... Конечно, мы с пониманием и с даже уважением в некотором смысле относимся часто, потому что этих людей знаем лично и, в принципе, понимаем ситуацию, в которой они находятся. Поэтому можно легко предположить, что таких людей больше, и они встречаются в самых разных неожиданных местах. Точно в коридорах власти. И точно даже среди силовиков, я уже не раз об этом говорил. Я уж не знаю, в каждом ли подразделении, наверное, не в каждом, но есть. Поэтому как-то так. Мы обращаемся ко всем нашим зрителям с уважением и всех просим ставить лайки. И по возможности писать комментарии.
Да и я Так, больше скажу, если бы не мобилизация, ваш покорный слуга, возможно, до сих пор сидел бы на РБК Уфа, говоря вот этим вот довлатовским, я очень большой поклонник Довлатова, поэтому это было бы вот это вот изоповским языком попытка дать вот этот сос, чтобы самый умный человек догадался, что вот о чем новость, да. У меня было 33 тысячи синонимов слова СВО для того, чтобы как-то вот, не говорить специальная военная операция, чтобы брать по возможности какую-нибудь экономику, и там уже отыгрываться, и там давать что-то более-менее. Но очень мое начальство старалось меня пихнуть именно в новости про войну, потому что, видимо, может, это какой-то анекдот, конечно, взять самого оппозиционного человека, запихнуть его на какой-нибудь форум «Россия в перде», и ты ходишь там и берешь интервью у этих там, фронтов каких-то, там такой фронт, сякой фронт, всех этих НКО бесконечных, но вот тем не менее, вот так вот оно бы было, но просто спасибо триггеру, спасибо нашей власти за то, что дала, во-первых, эту мобилизацию с точки зрения того, что перепугала весь народ, а во-вторых, еще я прекрасно помню, как это прекрасно было подано, что вот-вот, вот еще неделя, вот еще есть время свалить. И да, полные вагоны людей тогда уехали. А так, да, и многие бы остались. И сейчас бы тихонечко, я не знаю, аспекты могли бы как-то функционировать вообще. Но не в этом, не в нашем, конечно, режиме, но как-то вот тоже мы бы сидели, друг другу с Русланом бы подмигивали молча, и вы бы считывали, что мы против. ну а мы же начинали, если Да, посмотреть наше видео 22 года еще из Уфы, то я там, в общем-то, тоже все читается. Просто мы менее радикальную риторику там используем. Хотя и сейчас, как говорится, есть еще куда двигаться, да. Нам даже пишут критические отзывы некоторые, что вот опять мягко выражаешься, Руслан, и вашим, и нашим, и прочее, прочее. Понятно, всем не угодишь. Выздоравливать желает мне Тулип Макс. Спасибо большое. Стараюсь, но, скорее всего, неделя в этом смысле потеряна. Раньше не удастся. Как показывает опыт, это дней 7-10 обычно происходит. И этой зимой вроде обошлось. И вот как только потеплело, весна пришла, подснежники расцвели и пожалуйста. Так, Понимаете, да, какой человек Руслан, что он мог бы 2 раза в неделю, по крайней мере. Вы же видите, что я выхожу пару раз в неделю. Я и отдельно еще с Рабахом выхожу. Он мог бы вообще вот просто вторник тоже отдать и не выходить и отдыхать, спать. Но он все равно выходит, встает. Если он, причем не эфирит, а я с Рабахом, то он мне еще параллельно личку начинает забрасывать какими-то сообщениями, типа, вот смотрю, что-то у тебя Рабах там уснул, что-то надо там вот это, тут надо то, молодцы. Поэтому, да, это человек, который не может отдыхать, не умеет в этом плане. да. Цените. Да, друзья. Не в смысле, да, цените, а вот в смысле все правда. Так, еще одна есть заметочка, довольно-таки любопытная. Мошенники, дорогие друзья, не дремлют. И они пытаются также, помимо прочего, нажиться на строительстве мечети Ар-Рахим в Уфе. Если что, строительство официально движется, оно не стоит на месте. И вообще там обещают вот-вот уже буквально там совсем отделкой заняться внутри. Айнур Бергалин, глава Духовного управления мусульман, обратился к жителям через социальные сети с важным предостережением. Он подчеркивает, что все работы по возведению культового объекта ведутся под строгим контролем ДУМ-РБ, то есть под его контролем. Финансирование строительства осуществляется исключительно централизованно, говорит он. Вот самая ключевая фраза у меня здесь в сообщении интересна. Как же так? Вообще мечети – это религиозные объекты в широком смысле, должны строиться на пожертвования жертвователей, да, кто бы это ни был, частные лица, предприятия, бизнес и прочее, прочее. То есть на бюджетные деньги строить нельзя. Насколько я понимаю, у нас формально все так и сделано. Бюджет деньги там не выделяет напрямую. Есть фонд «Иман Башкортостан», который, скажем так, все эти поступающие деньги отмывает, и потом как будто бы это благотворительные средства.
Ну, а почему нельзя сделать-то прием пожертвований от людей, если люди искренне хотят помочь? Я не то чтобы как бы поддерживаю и одобряю такую заботу сейчас со стороны людей, потому что есть, наверное, более важные задачи. Но вдруг все-таки кому-то вот не имется и хочется дать денег. А он пишет: нет, мы не берем деньги, значит, с людей, у нас все централизованно. Ну, в общем, какой-то абсурд абсолютный. Вот. Ну, а мошенники молодцы в том смысле, что да, они понимают, что у людей в голове легко укладывается мысль, что, наверное, на мечеть собирают деньги от простых сограждан. Ой, какой-то, я не знаю, бред. Может быть, ничего серьезного в этом нет, и не так много жертв у этих мошенников, но так или иначе история довольно-таки показательная. Насколько народным, скажем так, этот объект строится на данном этапе своего строительства? Ничего общего с народом Люди не много имеет. денег не дают. Я делал уже много материалов про хоспис, про Уфимский. И, конечно, за донаты там что-то, особенно от простых людей, вот такой массовый, который характер имеет, да, это очень сложно что-то построить вообще. Вот. Что касается последних 10 минут нашего эфира, то я могу быстро пробежаться по тем новостям, которые я вчера перед сном обнаружил. Они из в недели в неделю абсолютно идентичны. Вот точь в точь. Бензин в Башкортостане подорожал. Ну, это мы сказали уже, да. Так. Дальше у нас еще к этому. В Черниковке нечем дышать. У нас трижды выявили загрязнение воздуха. Получается, днем в 2,6 раз, вечером в 2,5 раза. Избыточная концентрация изопропибензола. Минэкологии ранее заявлял, что оперативно определить источники выбросов практически невозможно. Я понимаю, действительно, большая проблема. Дальше новость. Дети стреляют из травмата. Тоже у нас каждый раз постоянно какие-то подростки стреляют в кого-то. На этот раз подростки докопались до мужчины на остановке. Это ТЦ. Что это за ТЦ? Это планета, по-моему. Да, на планете докопались, начали драться. У одного из них был травмат. Убегая, он начал отстреливаться. Действительно, техасская бирова в какой-то степени. Да? Ну и последняя тоже новость. Спасибо Пульсу Уфы. Действительно потрясающий телеграм-канал. Заслуженно имеющий большое внимание к себе. Мэр Уфы Мавлиев вчера поздравил жителей города с Днем защитника Отечества. А мы его поздравлять не будем, не служил, потому что, кстати, а как он стал мэром, если не был в армии? Вроде как не положено откосившим от армии быть госслужащим. Таким вопросом задается телеграм-канал Пульс Уфы. Сложно прокомментировать, не знаю. По-моему, все-таки до сих пор это не было жестким правилом и условием, имея в виду наличие за плечами. Может быть, это поощряется, там как-то отдельные баллы даются в карбу человеку, если он служил, но требования нет. Кто там служил-то вообще? Тех, кто отслужил среди министров, чиновников, не вспомню даже. По крайней мере, тех, кто вот помоложе, моего поколения, скажем так, они не служили. Обещают, что их скоро будет все больше, что у нас будут люди не просто служивые, а еще и с боевым опытом. Ну, вообще, вот интересно, да, если добавить туда помимо Мавлиева еще, что Хабиров цветы куда-то положил, то получается, вот Хабиров положил цветы, подростки в кого-то стреляют, загрязнение в 3 раза в районах Уфы, и бензин подорожал. Это я про бензин-то помню, я просто потому что эти новости у нас каждую неделю одни и те же. Стрельба, дышать нечем, и бензин дорожает. И цветы кто-то кладет из чиновников куда-то, вот праздник, потому что надо цветы положить. Отвратительно. Ну что ж, самое, конечно, главное сегодня это то, с чего мы начинали. Это 4 года начала так называемой СВО, 4 года войны. И вот прямо сейчас вижу интересные, ужасные трагические цифры. 55 тысяч человек стали жертвами среди гражданского населения Украины. 13 тысяч из них были убиты за это время. 3200 детей были убиты или ранены в результате бомбардировок.
А каждый третий ребенок не может посещать очные занятия в полном объеме. Число детских жертв при этом за последнее время еще и выросло на 10% по сравнению с тем, что было в начале. Более 2,5 миллионов жилых построек повреждены из-за атак. В общем, в России тоже есть проблемы. Наибольшее число погибших от ударов дронами в Белгородской области. Но это цифры несопоставимые. Не менее 134 человек погибло за 2025 год, хотя каждая жизнь тоже имеет значение. Безусловно. И я тут не разделяю белгородцев с украинцами ни в коем случае. Какой-то сегрегации людей на таких-сяких, это все для меня бред и ужас. А насчет войны, ну вот сегодня обязательно я пойду, несмотря на то, что нам надо закрывать некоторые проекты, какие-то копеечные, которые деньги нам дадут, вот что-то, чтобы мы следующий месяц провели с хлебом и водой, когда в моем случае совсем денег мало. Но я не могу не пойти на центральную площадь, там будут украинцы, у нас есть некоторые проблемы с тем, что у нас еще антивоенные россияне почему-то вечно устраивают свои какие-то отдельные мероприятия по этому поводу, на которые я никогда в жизни не хожу. А мне это странно, почему мы должны быть отдельно от вот этих самых пострадавших, и мне хочется с ними быть вместе. С каждым годом их на этих площадях все меньше, а тем более люди есть люди перестают некоторые, они начинают интегрироваться и забывать об этом, обо всем стараются как-то абстрагироваться. Вот мне, конечно, ни в коем случае абстрагироваться не хочется, хочется с ними побыть. Вот, я понимаю, что в России ни на какие митинги, пожалуйста, ходить не надо, и посты тоже в соцсети по возможности писать не надо, если вы в Уфе, и у вас открытый аккаунт, и еще какое-то есть количество подписчиков. Не 5 человек в виде мамы, бабушки. Обязательно будьте осторожны. Все уже поняли, мы видели все вот эти митинги Навального, мы видели, как Навального хоронили. Никто не дурак, все понимают, что нету 100% за путинцев. Но геройствовать и садиться в тюрьмы, сейчас вы видите, какие сроки у людей. Не надо. Это мое Абсолютно так. Поберегите силы, как говорится, и жизни, даже, я бы сказал, для других целей и задач, для другого времени. Вот. А пока не забудьте про лайки и комментарии. На этом мы с вами прощаемся, закругляемся. Проведите этот день так, как считаете нужным, насколько возможно его провести. Итак, до завтра, что ли, получается? Всем пока-пока. Пока-пока.